По-настоящему женский и традиционный конкурс «Фусымнан» собрал хозяек, мам, индивидуальных предпринимательниц и других женщин региона для официального открытия конкурса, который в нашей республике проводится впервые. Каждая из вас – это не просто мама, но и многогранная личность с собственными историями, которые стоит услышать. Показать уникальность ингушской нации, ее идентичность и самобытность – основная цель конкурса. Его кастинг прошли 15 конкурсанток, которым предстоит пройти еще несколько этапов. Мастер-класс по сборке войлочного ковра, поэтический конкурс, изучение ингушского танца с детьми, пеленание и укладывание ребенка, продемонстрировать знание родного языка и многое другое. Все участницы конкурса – мамы с многолетним опытом, так что испытания для них не в новинку. Укладка ребенка, допустим, украска тортов, допустим, там еще какие-то, я думаю, сускал, кодр, это тоже. Что вы умеете готовить из наших национальных ингушских блюд? Хол, вейна хол, чапельк, ну, кодр, сускал, это все тоже умею готовить, как бы. Фусымнан в переводе – это женщина, чья главная цель в жизни – создать крепкую, красивую и правильную семью, в которой дети растут в полном уважении к старшим, говорят на ингушском языке, почитают ингушские традиции и обычаи, помогают родным и близким. Примечательно, что нян-мохт – это родной язык, что в очередной раз доказывает, роль матери, жены и снохи в ингушском понимании велика. Знание родного языка – обязательное условие, уверены не только организаторы конкурса, но и его участницы. Это задача и болезнь, и зараза номер один в республике, потому что вот сейчас я говорю на русском языке, а мне так хочется сказать на ингушском, что все, что я говорю на русском, это действительно очень больная тема, вот, и нам надо развивать ее, надо нам лечиться от этой болезни. Конкурс «Фусымнан» приурочен году семьи, в связи с чем было целесообразно создать и показать атмосферу бережного обращения к традициям народа и желанию сохранения родной речи, особых качеств менталитета и национальной идентичности. Оценивают умения участниц компетентное жюри. Женщина показывает, проводит мастер-класс, после этого конкурсантки готовят, мы выносим на судейство жюри, но под номерами, то есть они не будут знать, какое блюдо приготовлено кем из конкурсанток, то есть, так сказать, для максимальной чистоты эксперимента. В конце встречи конкурсанток наградили почетными грамотами участниц конкурса «Фусымнан-2024». Пожелали успехов и сил в дальнейших испытаниях. Мадина Цора, Мавладгирей Ахильгов, Магаз, 24.